Друзья, мы в гостях у Камчыбека Замирбековича, основателя компании Этнотрейд. Юрту мы будем разбирать, потому как этот процесс оказывается намного сложнее, и не все обладают такими исключительными знаниями. Поэтому подходите ближе к экранам. Мы начинаем. Да? С чего, Камчыбек, скажите, надо начинать? Как юрта возводится, она так и разбирается, то есть в обратном порядке. То есть самым последним крыша у нас, да? түндүк жабу. И вот начинаем с самого последнего, это түндүк жабу надо. Веревки, они крепятся изнутри, но мы уже его развязали. Да, развязали. По идее, сколько человек в силах, да, если минимально? Ну, для тех, кто профессионал по возведениям юрты, это 2 человека хватает. 2 человека хватает? Да, 2 человека За сколько хватает. времени? А так в среднем 3-4 человека. Ну, как вы знаете, в прошлом году устанавливали рекорды. Можно за 6 минут, можно за 7 минут. По-разному, но так в среднем это 1 юрта за час. За час разбирается? За час. Нет, за час строится, можно и за час разобрать. И для следующего процесса, чтобы нам было легче, мы сразу его упаковываете, упаковываем, да? То есть да, собираете, чтобы сразу. по А есть такое вот у кыргызов, то, что разбирать и собирать это исключительно мужское дело? Или... Нет, это вообще по традиции изначально юрту возводили только женщины. Мужчины в этом не участвовали. Мужчины участвовали только при транспортировке по изготовлению каркаса. А все остальное, даже стройка, это женщины занимались. Мужчины занимались скотоводством, они табунов отгоняли, а в это время женщины уже возводили юрты. Но с течением времени все меняется, и сейчас этим делом исключительно мужчины занимаются. Ну, конечно, и возведением, да, и возведением мужчины, и разборкой тоже мужчины. Но женщины, они не перестают, они участвуют. Вот это все от рук наших прекрасных женщин все вышло. Все веревки, все эти они делают. Надо найти соединение. Это одна лента длинная. И оттуда уже начать. Вот. Так как это временно было, поэтому мы его так легко сделали. Так, ножик нужен, мне кажется. Да нет, мы просто шьем и рвем. Ножик особо не нужен, вот. Уже вышел. Это временно. И как мы сворачиваем? Обратно, чтобы нам, когда мы повторно будем его собирать, чтобы нам было удобно. Давайте мне, я всё. хочу попробовать. И даже то же самое и здесь есть у нас. Нижняя часть. Да, нижняя часть. Вот как к вам идея пришла, то что вот именно таким способом можно зарабатывать деньги? Когда я был студентом, в то время ниша именно металлических юрт, она вообще не была занята. Я начал заказывать с Китая металлические юрты. И эти металлические юрты, они пользовались тогда спросом, да и сейчас они в спросе ввиду дешевизны и легкости постройки. Почему металлические юрты, они популярны? Потому что там особых знаний при возведении юрты не требуется. Там все легко, ну, как лего. Первые покупатели были чабаны, потом затем эти родовые общины, когда, ну, в основном для похоронов использовали металлические юрты. Вот эти 2 части, они называются юзык. Сперва передняя часть. Нет, при возведении передняя часть и потом задняя часть, чтобы ленты они были снаружи. Вот. Это тоже такой момент. Иногда некоторые начинают спереди, сзади сделали и потом переднюю сверху, и тогда ленты у вас останутся сзади. Так не будет красиво, поэтому сперва нужно вот переднюю эстетику, чтобы соблюдать, надо начинать а эти ленты, они завязаны изнутри, поэтому нам придется зайти внутрь и снимать ленты. Расскажите немного про эту юрту, сколько она весит, сколько ей лет? Она новая изготовленная. Практически 10 дней назад закончили.
Да, она Классно. новая, специально ырымдап на той Ага. жасап эме кылдык, тиктик. Размер этой юрты 4,5 метра. Ну, можно Ой. чуть-чуть его и до 5 метров чуть-чуть растянуть. Ага. Кыргызчасы 5 канат, Мгм. 65 баш, 65 голов. Вы говорили, она весит сколько? Где-то 300-350 килограмм, не больше. Я знаю, ваши юрты участвовали на играх кочевников, да? Вот недавно в Сумкуль тоже вы ставили юрты. Некоторые организации под тендер объявляли по конкурсу. Мы выигрывали, участвовали, делали юрты. А некоторые организации, они просто арендовали. И тоже часть юрты в качестве аренды предоставляли. Мгм. Ну это же такой показатель вообще. А сколько у вас в компании юрт количество? Или у вас постоянно меняется? У нас постоянно меняется, потому что мы продаем. У нас основная работа — это изготовление и продажа юрты. Ага. Вот. Ну и бывает иногда, если человек хорошо платит, мы можем предоставить им в аренду. Мгм. Мы еще делаем металлические юрты, то есть мы ориентируемся на целевую аудиторию. Есть целевые аудитории, чабаны, Мгм. соответственно, для них нету смысла приобретать такие дорогие юрты, потому что они в горах живут. Мгм. Для них, чтобы им в качестве жилья послужило, и поэтому для них мы делаем более дешевые, экономичные и более легкие для транспортировки и более долговечные в этом плане металлические юрты. Мгм. Вот То есть они они больше спросом, да, да, у практически 6-7 раз дешевле обходятся, чем такие натуральные юрты. А срок службы у них есть? Срок службы, конечно, увеличивается, то есть это каркас там металлический. То есть еще То есть, дольше. если она сломалась, можно его приварить. А брезент, он в сравнении с волоком более долговечный, Мгм. может и 20 лет, и 30 лет То есть при служить. случае можно заменить брезент, да? Ну, то есть какие-то части можно заменять? Без проблем она заменяется. Здесь она все вручную это делается, все нужно, волок нужно катать. Мгм. Ну, волок тоже сам по себе, он тоже долговечный, но ввиду того, что он все делает из натурального, то есть у него есть срок службы и есть некоторые большие минусы. Опять-таки это... Снег, дождь. Мгм. Ну, в принципе, это не проблема снег-дождь. После снега, после дождя, через истечение некоторого времени она начинает желтеть. Мгм. Запах, да, появляется? Запах начинает появляться, баранья шкура все-таки. И плюс моль. Самое страшное, это моль начинает конечно. съедать. Но сейчас, ввиду того, что уже химическая промышленность, она уже развита, Мгм. в принципе, его можно обработать. Сейчас есть химикаты, которые От моли защищают, да? от моли защищают, но при этом так сильно не пахнут, то есть без запаха. Куда вы продавали? Где ваши юрты можно, например, найти? По миру? По всему миру. Да? Да, по всему миру уже много. В Аравию заказывали в Эмираты, в Мгм. Катар заказывали, в Доху. Ну, это вот тоже кочевой народ. Европу. Ага. Вот в Европу интересно. Сейчас очень стало популярно среди арабов юрты. Мгм. У нас были в позапрошлом году один араб покупал очень много юрт, там приходил сразу за раз 50 юрт 50 юрт заказ. да, Мгм. заказывал. Ну, говорил, что очень много будет покупать, там чуть ли не 300 юрт Ага. готов был купить. Потом пришел, всех поссорил, Ага. у Интригу, да, какую-то? всех цену сбил. Мгм. И говорит, я же у вас не одну же юрту буду покупать. Ну, М. такой хитрый. Арабы очень хитрые они. Ага. Ну, Не, он в конце нам с купил ними или- работать не очень приятно, но приходится. Ну, клиент, да, всегда Да, прав, да, клиент. приходится терпеть. Клиент А- все равно. Сколько стоит примерно у вас юрта? Вот такая вот юрта, сколько будет стоить? Именно вот эта юрта стоит 160 тысяч. Если оставаясь в медицине, я посмотрел на своих коллег, на профессоров,
на уважаемых докторов, и видя их состояние, всякое желание пропало дальше продолжать медицину. Один клиент у нас купил у нас одну юрту. Ага. Соответственно, мы со своей стороны пришли, установили юрту, уехали, и через некоторое время нам этот клиент звонит и говорит, как нам снять эту юрту. Мгм. Мы говорим, ленты надо отпустить и начинайте потихоньку снимать. А он, скорее всего, неправильно понял нас и зашел в юрту, и все вот эти ленты он снял. Разом. Разом, не поэтапно, а все сразу он снял, и поэтому каркас не выдержал нагрузку, Всё и она развалилась полностью. Мгм. И, соответственно, это же все деревянное, это все сломалось, Под весом. да, под весом самой юрты. Мгм. Все вот эти ленты нужно поэтапно снимать. Мгм. Как нужно важно поэтапно знать, снимать. да, вот эту этапность. Да. Не могу себе представить, как раньше этим занимались исключительно только женщины, потому что в диких условиях, в условиях, когда жарко, это очень тяжело. Но мы все-таки собрали, у нас получилось. И, друзья, если вы также обладатель какой-нибудь интересной профессии, оставляйте комментарий внизу под этим видео, и, возможно, вы станете следующим нашим героем. А сейчас мы прощаемся с вами.